Мне было 5 лет, когда мама впервые меня сначала повела в музыкальную школу. И пытались пройти конкурсный отбор, и я его, к сожалению, не прошла. Сказали, у девочки нет слуха, с ритмом проблемы, ничего из нее не выйдет. Также устраивали меня потом в хореографический кружок, все на меня смотрели, была очень маленькая, говорили: «Господи, какая маленькая девочка, что она может сейчас схватить там». Потом мама обратилась к одной женщине, без знакомых не обошлось, в общем, и меня впервые приняли в танцевальный кружок. Я прозанималась в этом кружке год с небольшим, после чего в концерте увидела выступление коллектива ансамбля «Сюрприз». И мне вот так это все поразило, и вообще все мысли были в этом заняты. Мама, конечно, все поняла, тут же побежала к руководителю. Меня сразу же согласились взять. Вот это была, наверное, одна из самых первых таких огромных радостей, которые... Я была очень счастлива, и я занималась с большим удовольствием. И руководитель сразу же меня заметила. И я уже в течение первого года стала исполнять сольные партии. И, конечно, я всю душу вкладывала в танец. Вот с этого, собственно, все и началось наш творческий путь под названием «Танец». Очень приятные воспоминания с поездками. Мы ездили в тот момент и в Останкино часто, ездили на различные фестивали. Потом я поступила после окончания школы на факультет иностранных языков. Время было сложно, это был 98-й год, и как раз был кризис. И мне показалось, что надо получить какую-то такую профессию, более универсальную. И первое образование было мое именно вот английская филология, переводоведение. Я получила диплом преподаватель, филолог, переводчик. А уже в дальнейшем, уже со спокойной душой поступила в Арктический наш институт. Тоже закончила уже конкретно по специальности управления хореографическим коллективом. То есть у меня 2 высших образования на сегодняшний момент. Параллельно, когда я училась уже на факультете иностранных языков, мы уже открыли свой ансамбль. История коллектива нашего начинается в 98 году. Третье место. Вот третье место. Тетрис, Республика Саха-Якутия. Руководитель Тамара Савочкина. За вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком отличник культуры Республики Саха-Якутия Савочкину Татьяну Михайловну, хореографа-постановщика детского образцового коллектива современного танца «Тетрис», министр Борисов. В ансамбле занимаются дети в возрасте от 5 лет и старше. Занимаются десятилетиями и даже больше. То есть фактически ребенок к нам приходит, допустим, в возрасте 5 лет, выпускники уходят уже, вот когда им исполняется 17. Если кто не поступает в другие города, не уезжает, некоторые студенчество полностью танцуют. За это время у нас сменилось очень много поколений детей. Есть такие, у кого уже свои дети, и они уже водят этих детей к нам. А мне вот руководители по секрету сказали, что ты занимаешься в коллективе «Тетрис» всего 1 месяц. Это правда? Да. Да? И тебе нравится? Да. На сцене инициаторы, мамы, педагоги, художественные руководители образцового ансамбля современного танца «Тетрис» Тамара и Татьяна Савочкины. Моя мама, которая занимается отработкой этих номеров, да, то, что мы поставим, то есть занимается с детьми. Она же занимается костюмами, она большая моя помощь. Без нее бы я, конечно, не справилась вообще с этим проектом, потому что она тоже этим проектом всегда живет и очень нравится. Она очень сильно мне помогает вот во всех моих начинаниях. Она занимается, допустим, еще и помимо танцев костюмами. Руководитель коллектива, заслуженный работник культуры, отличник образования Республики Саха-Якутия Тамара Савочкина.
не стоим на месте, жизнь идет, планов много. Мы 2 раза в год делаем большие проекты на сцене центра Кулаковского. Они являются не просто развлекательными, но познавательными. Это мы хотим донести до всех, что у нас есть замечательные мультики, за фильмы. И хотим кунуть в эту волшебную атмосферу зрителя. И вместе с тем мы это все чередуем с нашими танцами и музыкой чарующей. Поэтому получаются очень интересные проекты, которые зрители любят. И по многочисленным просьбам мы вот ежегодно делаем каждый год новый какой-то проект. А у вас тут такие вкусные леденцы, фруктовый лед и мороженое. Страницы книги ты открой, увидишь мир, тот мир иной. Тебя мы в сказки позовем, лишь так вернешься ты домой. Не молчи, скажи мне хоть пару слов. И они нашу спасут любовь. Некоторые родители относятся к этому как, ну, что танцульки, ну, подрыгался там, и все. А это целый процесс, воспитательный в первую очередь. Дети учатся не просто каким-то навыкам хореографическим, они учатся ценить время, быть пунктуальными. Еще и вопрос здоровья, мы же их и физически поддерживаем. То есть и растягиваем, и память, опять же, да, это нужно запомнить кучу движений. Смотришь в камеру, посмотрела на книгу, открываешь и сразу удивляешься. Вот читаешь и захлопнула. Право пошла. Был случай недавно, поступает звонок, выясняется, что это Сергей, который был в первом составе, то есть в 98-м мальчик танцевал году, подзанимался у нас какое-то время, а потом его семья уехала навсегда в Краснодарский край. И вот спустя 17 лет он позвонил, сказал, я не могу забыть вот эти свои дни в этом коллективе. Это было мое самое счастливое время, спасибо вам большое. Когда поступают такие звонки уже от состоявшихся людей, знаете, думаешь, что ну, ты свою работу делаешь не зря. Потому что это не просто танцы. Отличник культуры Республики Саха-Якутия Татьяна Савочкина.